Успешно завершился первый этап перевозок топлива по реке Лени для нужд дизельных станций северных и арктических районов Якутии. Но с каждым годом для речников и энергетиков условия по доставке грузов становятся все сложнее. О том, чего стоит обеспечить теплом и светом северян, расскажет Туяра Филиппова. 600 тонн на Рыбинской нефтебазе планируем на 4-й квартал. Да. К зиме, будем закупать на для. Навигация ежегодная для энергетиков и речников как решение сложной математической задачи. Результат кампании зависит от сложения множества факторов. Начав навигацию на полмесяца раньше, чем в прошлом году, все еще нет полной уверенности, что завершат так же успешно. И тому причина – небывалый спад уровня воды на Лени на участке Усть-Кут-Киренск. На сегодняшний день глубины уже не обеспечивают габаритные глубины для нормального судоходства. С 21 июня уже введены ограничения по загрузке судов. Это может привести к задержке доставки топливно-энергетических ресурсов в арктическую навигацию. Ухудшающиеся с каждым годом судоходные условия на Лени, отсутствие точных гидрологических прогнозов создают дополнительные трудности. В этом году мы снизили более чем на 3000 тонн по отношению к прошлому году завоз топлива. Но несмотря на это, из-за роста цен на дизельное топливо это все нивелируется. Мы остаемся при своих, этого эффекта особо не чувствуем. Но при этом у нас главная задача – это вовремя завести все в полном объеме. Чтобы полностью обеспечить светом и теплом северные и арктические улусы в предстоящую зиму, а с этого года прибавились еще и 21 дизельная станция в 6 районах Якутии, Сахаэнерго предстоит завести порядка 64 тысяч тонн дистоплива. Пока из этого объема в первый тур доставлено до пунктов назначения чуть более 6 тысяч. Впереди еще один ответственный тур – арктическая навигация. Туяра Филиппова, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.